эфире рубрика «Чрезвычайные происшествия», в студии Александр Хавренко. Здравствуйте. Очередной жертвой мошенников стала 49-летняя жительница Нерингри. Женщина рассказала сотрудникам полиции, что ей позвонил неизвестный мужчина, который представился сотрудником банка, и сообщил, что с ее карты мошенники пытаются снять денежные средства. И чтобы этого не произошло, необходимо защитить карту. Для этого необходимо зайти по названной ссылке и в пустом окошке ввести код, который придет ей на телефон. Женщина выполнила все действия, которые ей продиктовал звонивший. После чего мужчина положил трубку, сказав, что перезвонит через 10 минут. Однако звонка так и не последовало. Тогда женщина заподозрила что-то неладное и решила зайти в онлайн-приложение банка, чтобы проверить баланс своей карты. И обнаружила, что с карты похищены средства в сумме 14 900 рублей. В полицию Намского района обратился местный житель с заявлением, что в поле близ села Апаны обнаружены останки лошади. В ходе оперативно-розыскных мероприятий задержаны трое мужчин в возрасте от 19 до 36 лет. Самый старший из них привлекался к уголовной ответственности 7 раз. В гараже у одного из подозреваемых обнаружены и изъяты охотничье ружье, боеприпасы и разделанная шкура кобылы. Неоднократно судимый 36-летний подозреваемый водворен в изолятор временного содержания. В отношении 19 и 21-летнего задержанных избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Материальный ущерб, нанесенный потерпевшему, составляет 75 тысяч рублей. В селе Хатасы водитель 83-го года рождения, управляя автомашиной Toyota Corolla Premio, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомашиной Suzuki Iscudo под управлением водителя 59-го года рождения. В результате ДТП водитель Toyota Corolla Premio получил травму головы и ушибы. Водитель Suzuki Iscudo получил травму берцовой кости без смещения, сотрясение мозга и ушибы. Водитель Toyota Corolla Premio, по данным базы ГИБДД, к административной ответственности за последний год привлекался один раз за вождение в пьяном виде. Также в ходе проверки водитель имел признаки опьянения, но проходить освидетельствование отказался. На него был составлен административный материал. Теперь ему грозит арест на срок до 15 суток или штраф в размере 30 тысяч рублей. Участковые 3-го отдела столичной полиции выявили факт реализации алкогольной продукции с признаками контрафакта в магазине, расположенном по улице Ливаневского. На месте изъято более 56 литров водки торговых марок «Столичная» и «5 озер». Изъятая алкогольная продукция направлена на экспертизу. Составлен протокол об административном правонарушении по статье «Незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции физическими лицами». Наказание по данной статье влечет наложение административного штрафа в размере 30 тысяч рублей или 50 тысяч рублей с конфискацией алкогольной и спиртосодержащей продукции. В полицию Якутска поступила информация о краже продукции из торгового помещения одного из магазинов. В ходе оперативно-розыскных мероприятий участковые уполномоченные 4-го отдела столичной полиции установили подозреваемого в краже, которым оказался 46-летний мужчина. Установлено, что подозреваемый, находясь в помещении магазина, незаметно похитил продукцию с торговой полки. В результате проверки выяснилось, что ранее неоднократно судимый за кражу мужчина был недавно привлечен к административной ответственности за аналогичное правонарушение. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Мелкое хищение, совершенное лицом, подвергнутым административному наказанию». Сильный пожар, произошедший на мебельной фабрике в центре Польши, привел к эвакуации сотрудников предприятия и жителей окрестных домов. Погибших и пострадавших нет. Подробности рассказывает Артем Сторонов. В ночь на среду в городе Турок в центральной части Польши произошел крупный пожар на фабрике офисной мебели компании «Профи-М». К моменту приезда экстренных служб часть сотрудников успела покинуть здание. Пожарные вывели из горящих цехов 88 человек. Также в качестве меры предосторожности были эвакуированы 52 жителя близлежащих домов. Пожар удалось локализовать только спустя несколько часов. По словам специалистов, огонь распространялся по вентиляционным шахтам. Фабрика уничтожена почти полностью. О причинах возгорания и размере ущерба пока ничего не сообщается. Но по словам мэра округа Турок Дариуша Калужного, счет потерь пойдет на миллионы злотых. В общей сложности на фабрике работали около 1250 человек. Это огромная трагедия для города и для округа Турок. Только в одном этом сгоревшем цеху трудились около 300 сотрудников, и все они потеряли работу. При всем при этом в результате пожара никто не погиб и не пострадал. Однако, как пишут местные издания, при производстве мебели использовалось много вредных химических веществ, в связи с чем существует опасность заражения прилегающих к фабрике территорий. На этом наш выпуск подошел к концу. О чрезвычайных ситуациях в республике, стране и мире мы расскажем в следующих выпусках новостей.